Tağlarni, suğlarni, altın şabız, surun şabız, bazırın şabız, şiirimi söglensin, şoğuz şaskılıptın, dilip kaçındık bezin, şahsı piyogünümüz şızıp olsun, müşahyanlar, habıssın bizge, ağlas, ağlas. Singing
нет лучше края столицы себе. К могучей России Сибирь прирастает богатством природы отчизны моей. Хакасии, любимой моей, Хакасия, навек в моем сердце, ты моя радость, надежда и юность. Пусть мирное солнце над нами сияет, я своей родиной славной горжусь, я своей родиной славной горжусь. Хакасии, чуете пола, evini своей, когда кексни. Пусть мирное солнце над нами сияет, я своей родиной славной горжусь, я своей родиной славной горжусь. Добрый день, дамы и господа! Приветствуем вас на открытии фестиваля сувенирной продукции «Культурные рынки. Экономика идей от Балтики до Тихого океана» в рамках 6-го международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития Сибирь-Иль». Для поздравления приглашаются глава Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин, министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Надежда Сергеевна Максимова. Главе Республики Хакасия Виктору Михайловичу Зимину. Спасибо. Я не против быть Владимиром. Дорогие земляки, уважаемые гости Республики Хакасия, искренне рад видеть всех вас на нашем торжественном мероприятии. Не побоюсь этого слова. Сегодня исторический момент. Во-первых, впервые на гостеприимной хакасской земле присутствует министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Владимир Николаевич, Ростиславович, низкий поклон, спасибо, правда. Я от души хочу поприветствовать и поблагодарить нашего высокого гостя за приезд и внимание к нашей малой родине. Спасибо большое еще раз. Дорогие друзья, поаплодируем. Для нас это не просто большая честь, но еще прекрасная возможность от всех жителей Хакасии сказать спасибо за огромный личный вклад в дело строительства этого прекрасного музейно-культурного центра. Отдельные слова глубокой признательности хотел бы адресовать президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который своим решением несколько лет назад дал старт этому по-настоящему масштабному и очень значимому для всей республики проекту. В Хакасии построена крупнейшая Саяно-Шушенская ГЭС в мире, правда, сейчас она третья стала. Сложнейшая трасса мужества Абакан-Тайшет. Созданы крупнейшие промышленные предприятия. Самые новейшие алюминиевые заводы. Мы 4-й или 3-й по углю в стране. И вот, наконец-то, Хакасия обрела настоящий храм истории и культуры. Наконец-то на карте уникальной земли засверкал достойный бриллиант. Поверьте, для нас это действительно исторический момент. В Хакасии, откуда по сути началась вся история российской археологии,
Больше 300 лет мечтали о музее. Теперь это не просто музей, а самый крупный музейно-культурный центр не только в Сибири, но и за Уралом. Нам есть чем гордиться и есть что показать. И я еще раз хочу сказать спасибо за этот объект. Мы приложим все силы, чтобы республиканский музейно-культурный комплекс стал самым лучшим и самым красивым, с прекрасным освещением, ландшафтным дизайном, с самым современным концертным залом, в котором смогут выступать звезды мировой величины. За прошедший год проведен очень серьезный объем работ. Сегодня у всех посетителей музейного комплекса будет возможность посмотреть и оценить результаты большого совместного труда. Много еще предстоит сделать и завершить в ближайшее время. Но после воплощения в жизнь всех наших замыслов этот объект по праву будет являться культурным достоянием не только Хакасии, но и всей России. Еще раз приветствую и поздравляю гостей форума Сибирь-Ил, жителей республики с музейно-культурным центром и наступающим 25-летием Хакасии, которое республика будет отмечать 3 июля. Сегодня тоже большой праздник, товарищ министр. Спасибо большое за этот праздник. Слово министру культуры Российской Федерации Владимиру Ростиславовичу Мединскому. Уважаемый Виктор Михайлович, дорогие друзья, действительно, сама идея строительства объединенного большого музейно-культурного центра – это очень правильная идея. Она позволяет аккумулировать силы, собрать вместе хорошие кадры, коллекцию. И эта идея, высказанная главой республики и поддержанная Владимиром Владимировичем Путиным, вот она фактически за 3 года реализовалась. Мы получили поручение президента и постарались сделать совместно с республикой так, чтобы это не было долгостроем. Вот. Я хотел бы особенно поблагодарить руководство республики за эффективную работу. Я бы хотел поблагодарить ваших депутатов Государственной Думы от партии «Единая Россия», вот, без помощи которых мы бы никогда не преодолели нашу московскую бюрократию. Спасибо вам большое. И пожелать только одного, чтобы здесь было интересно, чтобы здесь было как можно больше посетителей, как можно больше детей. Дети у вас замечательные. Вот, чтобы здесь звучал смех. И тогда это место будет жить. Поздравляю вас. Слово депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Надежде Сергеевне Максимовой. Добрый день, дорогие жители нашей республики, города Абакана, наши гости. Для нас действительно сегодня большой-большой праздник. Я вас всех с этим поздравляю. Мы к этому шли долгие-долгие годы. Вы знаете, если вот в экскурс вернуться истории, то еще в 1958 году первое постановление правительства Российской Федерации было принято о создании музея в Абакане. Представляете, сколько лет прошло, прежде чем эта идея воплотилась в жизнь. Воплотилось вот это прекрасное здание, которое, я уверена, будет средоточием всех культурных мероприятий, которые будут проходить не только в нашей республике, но и в Сибирском округе. А я думаю, что благодаря Министерству культуры Владимиру Ростиславовичу и Министерству культуры тоже будет не одно мероприятие общероссийского значения проводить здесь, в нашем замечательном здании. Я думаю, что вскоре оно наполнится теми экспонатами, которые сегодня у нас разбросаны по музею всей страны, потому что не было у нас такой площадки, где мы их могли хранить. Они имеют такое огромное значение, археологическое, историческое. И я думаю, что тропа к этому музею и сюда, в нашу республику, не будет зарастать, потому что большой-большой интерес и у жителей нашей страны, и у жителей зарубежных стран к той истории населения вообще земли, истории земли. Вы знаете, я вообще горжусь тем, что действительно нам удалось привлечь внимание президента страны к этому объекту, и он благословил практически его строительство. Я благодарю, конечно, Виктора Михайловича, который просто, я не знаю, сколько дорожек вместе мы с ним истоптали для того, чтобы получить финансирование на это строительство. Я горжусь, что я причастна и внесла свою лепту в это финансирование.
И мне кажется, что мы, конечно, должны большое спасибо сказать Министерству культуры, который поддерживал нас на всех абсолютно этапах строительства, проектирования и строительства. И нашему Министерству культуры. Это просто была постоянная их забота. Я думаю, что они и денно, и ночно думали о том, как воплотить в жизнь вот эту вот замечательную идею. Идею, воплощенную вот сейчас в этот бетон, стекло, а самое главное, которое будет наполнено теми историческими ценностями, которые располагает наша древнейшая, замечательная хакасская земля. Мои дорогие, я вас всех поздравляю. Это действительно история. Мы вписали с вами хорошую страничку в историю всей страны. Поздравляю. И пусть тропа сюда не будет никогда зарастать. Спасибо. Дамы и господа, приглашаем вас на фестиваль сувенирной продукции, культурные рынки, экономика идей от Балтики до Тихого океана. Дайте детей сюда, пожалуйста, к министру детей. Он любит детей, мы хотим фотографироваться. Пожалуйста, организаторы. И тогда обратились люди к шаману с 9 бронзовыми куклами. Ночей горел костер, 7 дней и 7 ночей камлал шаман, пока не разверзлась твердь скалы и не освободилась богиня мастерства Ус-Чаячи. И была богиня светлолица и многорука, и подарила она людям знания и инструменты, наделенные силой волшебной, а вместе с ними и получил народ умение и ремесло. Светлые времена. Стало железо помощником народа потом, золотом колосьев низовья покрылись, травы и цветы узорами вышивки на ткани отразились. И стал народ бережно и умело богатствами земли своей владеть, да детям своим знания и мастерство передавать. Потомки древнего народа того влились в состав предков народа хакасского.
интернета Гюрбал Назар. Это не мажорные. Я хочу сказать, что сегодня сбылась моя мечта. 50 лет назад я работал в экспедициях с Окладником, Грязновым, Кизласом и так далее. И сегодня все, что мы копали, все на дне. Но это величайшая цивилизация мира. Поскольку я сделал 50 музеев Тархана и так далее, и очень много музеев в стране, и музей Мирбакяна, где я вас часто видел. Вот. Нет ничего важнее сегодня. Тарханов? Нет, Тарханов с самого начала, в 1977 году с Мясниковым мы создали, когда не было ничего. Была пустота. Я впервые тогда нашел там работы Старова, где было все, абсолютно чертежи и так далее, и так далее. И уже потом я Старов сделал 3 усадьбы Тархана, и тогда мы с великими людьми, с хорошими, вот, Крейном и так далее, Сокаловой, с великолепными людьми, все это воссоздавали. Но не в этом дело. О том, что сегодня, конечно, я хочу вам напомнить, что Александр III распорядился, после того, как крепостное право было уничтожено, чтобы в каждом регионе был музей. И эти музеи были и в Владивостоке, Кавказе, и так далее. Поэтому в исторический музей 83 год в уставе, сделан в Москве, исторический музей, в уставе написано: музей есть самое мощное, самое сильное средство для постижения национального самосознания.
Хотите найти национальную идею, идите в музей. Поэтому я всегда говорю, вторым по величине министерством должно быть Министерство культуры после Министерства обороны. Только два этих министерства могут сохранить. Поэтому я потом вам покажу проект, который у меня был сделан. Минфину это не показывает. Да, нет. Я все показывал. И Владимир Владимирович даже знает о том, что нужно новое здание. Я покажу, где в Москве, в Зарядье. Но это Господь с ним. Но дело в том, что Министерство культуры является вторым, должно быть министерством мощнейшим. Теперь, значит, что произошло? Идем об объекте. Объект, значит, мне повезло, что через 50 лет я этот проект спроектировали. Смотрите, сегодня я тайну вам одну открываю, поэтому знаете ее только Виктор Михайлович и Владимир Владимирович. Потому что только тайну такую открываю ее вам. Значит, вы стоите в центре. Весь этот комплекс, который вы видите, вот он в 2012 году, он равен ширине Красной площади. 130 метров. Здесь 30 тысяч квадратных метров. Теперь, значит, здесь существует такая ситуация. Вот это равно куполу собора Святого Петра в Риме. То есть Пантеону и Санта-Мария-дель-Фиоре. Это 43,5 метра, у них одинаковое расстояние. Вот от той стены, которую вон там вдали вы видите, и до той стены расстояние такое же, как в этих великих храмах. Здесь вот расстояние от этой стены до этой равно куполу Исаакиевского собора, а высота равна растральной колонне. Почему я об этом? Я везде в этих местах бывал и смотрел, и изучал, и считаю, что не случайно все сделано, потом нам говорить тайну, почему они именно так делают. Вот. Поэтому мы сделали вот этот комплекс таким образом, что вот это все потом будет обязательно с колоссальным этнографическим садом. Там, да, дворец. Теперь, смотрите, вот вы сейчас стоите где? Вот точно туда выходит юг, точно туда выходит север. Вот сейчас еще идет работа над солярным знаком, и мы входим сюда, именно с южной стороны. Вот мы как раз с юга. Ну, потом я скажу. А вот на север открывается во всех
понятно, помочь. Это, конечно, была очень большая работа, заслуга Виктора Михайловича, который помог нам просто настоял, что мы перевезли на том этапе. Это было очень важное решение, я считаю, правильно. Потеряли вы? Потеряли, потому что самое главное было не важно на определенном состоянии мы могли это сделать. Нельзя было. Ну, детей учатся. Ну, не всю, конечно. Нет, это коллекция музеев. И нет смысла всю не собирать, потому что они есть еще мы сегодня с вами побываем на одном памятнике. Ну, наверное, облетим его. Вы облетите? Или предлагаете присесть? Нет, давайте так. Виктор Михайлович, мы вас там будем встречать. Мы сейчас посмотрим объект. Я тут хотел провести искусство, наверное, вы не успеете. Да. Господа, Мариинский театр, пожалуйста. Татьяна Бабовская, Маша Бояркина, где Мария Бояркина? Вот они звезды наши, Аркадий Каменчик, они остались. Вот они рассказывают, они работают. После пожаров дали благотворительный концерт в Петербурге, где пожарные построили за деньги два культурных центров, полностью сгоревших деревьях, остальных Крадаева и Кожухова, имени Мариинского театра. А вам-то музей понравился? Артисты наши, не артисты наши, а можете вернуть в Эрмитаже кое-что наше? Принесем на руках. Выйдем с плакатами вместе. Детей возьмем также за руки. Как все прошло, полный отчет, вот такая связь вообще. Мариинский театр, Советская академия театра, филиалы Вера, Тамара писала, мы очень помогаем. Поставили фестиваль, здесь был плакатик. Мы вот здесь высокой культуры стараемся рядышком держаться. Мы хотим показать вам выставку «Хакасия глазами российских художников». Просто посмотрите. 6 минут. Мы представляем проект в рамках нашего форума, который называется «Хакасия глазами российских художников». Из 6 собрания произведения это воспевают нашу республику, которую мы очень любим. И когда делали этот проект, поняли, что публичность мира, чем Хакасия так для них уникальна. Конечно, природа наша уникальна, история богатейшая и люди. И вот мы собрали произведения, начиная с 19 века и заканчивая современными. Ну, эти две стены, это первое, конец 19 века. Здесь и начало 20 века, вторая половина 20 века. Здесь наше сокровище ученик Сурикова Дмитрий Иннокентьевич Каратанов. И в галерее, которая слева от меня, это произведение современных художников, которые приезжают на Киеву, здесь можно знать, что ребята у нас и так или иначе Хакасия воспевает. Что интересно, приезжают, первые 3 дня они находятся в каком-то растерянном состоянии, потому что не понимают, как наши бескрайние степи горизонталь изобразить, как вот этот вот звенящий бок изобразить. А потом начинают вникать и так или иначе изображает прекрасное произведение. Но вот на нашей территории, я считаю, что 80-е годы, я считаю, что мы переворотили арт, и так далее. Каждое изложение, каждая живопись стали перерабатываться и произведения, которые воплощались. Когда изолярные знаки, безумного развития,
оскорблен. Только подбирает натуральный камень. И заказывает итальянцы. Да. Ну, вот это поведение учебница. Смотрите, вечность, это что больше? Да, журнал церковного собора, что как мозаика, и произведение как раз, да, Салтынский курган, наш курган, который был выключен. Нет, эти пирамиды. Сергей Карлов решил, что есть пирамиды, но здесь свой собственный стиль. И вот такой стиль базилик. Вот это солярный дела, теперь все истории. налог на имущество, по-моему, амортизация быстрее идет. Ребят, удачи. Спасибо. Не, типа, не по-английски. Можно? А, все.